И когда мы говорим «Ашхаду анна Мухаммадан», вспоминаем любимца Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самого любимого для твоего сердца из всех творений, самого великого из возлюбленных. Когда ты слышишь имя Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что это имя делает с твоим сердцем? Что шевелится в сердце? Наш господин Билял, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, не смог оставаться больше в Медине, потому что все в Медине напоминало ему о тех случаях, которые произошли между ним и пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Билял отправился в Шам, на эту священную и благодатную землю, для которой делал дуа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Даррию, вблизи Дамаска, и поженился там. Однажды он проснулся в слезах, и жена спросила его: «Что заставило тебя плакать?» Он ответил: «Я видел посланника Аллаха». Происходит ли с тобой что-нибудь, когда слышишь слова «Я видел посланника Аллаха»? Появляется ли сильное желание увидеть его? Поистине, он сказал в хадисе, переданном Бухари и Муслимом: «Кто увидел меня во сне, тот увидел меня наяву». Нет, он не сказал это просто так. Он это сказал, чтобы твое сердце затрепетало. Билял сказал: «Я увидел посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам», и он сказал: «Почему избегаешь? Не хочешь ли посетить меня?» Билял вышел в путь. Он встретил нашего господина Абу Бакра Сиддика, разиаллаху анху. Тот попросил: «О, Билял, почему бы тебе не прочитать азан для нас, как читал во времена посланника Аллаха?» Билял ответил: «Извини меня, о халиф посланника Аллаха, клянусь Аллахом, я не могу прочитать азан после перехода его в мир иной. Завершая азан, я приходил к нему и говорил: намаз, о посланник Аллаха, а теперь как я это скажу?» Также он ответил и нашему господину Умару. Когда он встретил Хасана и Хусейна, одному из них было 8, другому 7. Оба они саиды молодых людей в раю. Билял обнял их и заплакал. Он чувствовал от них запах их дедушки, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Они оба также попросили его прочитать азан, и он не смог им отказать. Он поднялся на то место, куда он поднимался читать азан во времена пророка, алейхиссалату вассалам, и начал читать азан. Произнеся Аллаху Акбар, в Медине поднялся шум. Аллаху Акбар, люди начали кричать из домов: «Посланник Аллаха воскрес!» Они вспомнили голос, который призывал их на намаз во времена пророка. «Ашхаду алла илляха илляллах», и люди начали выходить из домов и рынков. «Ашхаду алла илляха илляллах», и женщины вышли из своих комнат, и мужчины, и женщины бежали по улицам Медины и кричали: «Посланник Аллаха воскрес! Посланник Аллаха воскрес!» А когда Билял дошел до слов «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах», его стали душить слезы, и он не смог дальше продолжать азан и спустился с того места, куда поднимался читать азан. Рассказавший эту историю говорит: «Не было в Медине дня, когда так долго и сильно плакали мусульмане после того, как покинул этот мир пророк, алейхиссалату вассалам, и этого дня, когда Билял сказал «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах». Эту историю Аллах вложил в наши уста на сегодняшнем маджлисе, чтобы мы почувствовали смысл слов «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах». Если бы не он, ты не узнал бы, что такое азан, не узнал бы, что такое намаз, и не узнал бы слова «Ля илляха илляллах». Твоя вера не будет полноценной, пока не полюбишь его сильнее самого себя. Ведь он сказал: «Не уверует никто из вас, пока я не буду любимее для вас, чем вы сами». Всевышний Аллах связал любовь к себе с любовью пророку, саллаллаху алейхи вассалам, и ни с кем другим из своих творений. Он сказал: «Если вы любите Аллаха, следуйте за мной, а результат — вы получите любовь Аллаха». Вы не полюбите Аллаха, кроме как подниметесь на уровень, в котором Аллах любит вас. И когда ты слышишь, как 5 раз в день муэдзин говорит «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах», ты тоже говоришь это после него, так как это является сунной, с хузуром, с сердцем, чувствующим связь с ним, с любимцем. И говоришь: «Я доволен Аллахом как Господом, Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалам, как пророком, и исламом как религией».